Дорогие друзья, всем привет! Мы сегодня продолжаем цикл прямых трансляций. И сегодня нас ждет действительно потрясающее произведение. Я буду играть значительные фрагменты, и мы немножечко разберем подробно кое-какие места. Сегодня мы будем знакомиться с колоссальным сочинением, которое называется «Пять тюдоровских портретов Ральфа Война Уильямса». Прежде чем начать, я бы хотел сказать, что Ральф Уэйн Уильямс – это действительно великий, величайший композитор в целом и ярчайший представитель английской музыки. Вообще музыка английская, она достаточно сильно недооценена в мире, в общем-то, да, и особенно за пределами Англии. Но она действительно потрясающе красивая, потрясающе глубокая и очень злободневная в хорошем смысле, она очень важна именно сегодня, потому что она нас уносит в заоблачные дали. И даже можно сказать, что в Московской консерватории по непонятным мне причинам достаточно мало проходится английской музыки, едва ли, вот я говорил в нашем английском эфире, едва ли берут несколько сочинений Бриттона и Персела, и может быть еще немножко. А мне, к счастью большому, удалось поработать с великим Геннадием Рождественским, именно начался мой творческий путь как его ассистента, именно с его абонементов английской музыки. Мы готовили 2 года, то есть 8 концертов исключительно из сочинений английской музыки. И вот в числе прочего удалось познакомиться с таким выдающимся произведением, как «Пять тюдоровских портретов Ральфа Война Уильямса» и вообще с его музыкой. В 2 словах расскажу, что это действительно титан английской музыки, его годы жизни с 1872 по 1956, примерно во время Рахманинова он жил и творил. И он действительно является классиком английской музыки, он впитал все то народное английское средневековое искусство, музыку Тюдоров, что называется, еще от раннего, от средневековья буквально до эпохи Ренессанса. И действительно, вы сейчас услышите, насколько его музыка пропитана этой английской волшебной мелодикой. Вот я вас несколько дней назад знакомил с тем, как он сделал Green Sleeves. Вот сегодня мы посмотрим 5 тюдоровских портретов. Как вы знаете, Тюдоры – это королевская династия в Англии, которая правила с конца 15 века, весь 16 и до 1603 года. Это произведение Ральф Войн Уильямс написал в 1935 году, и оно состоит из 5 частей. Оно совершенно многогранное, многоплановое, и здесь огромное совершенно количество вещей символических заложено. То есть здесь речь идет не о королях, а о простой жизни людей в то время. Здесь 5 частей. Это написано стихи Джона Скелтона. Джон Скелтон как раз жил в конце 15 и первой половине 16 веков. Вообще Джон Скелтон, как поэт, славился больше своей сатирой. И вот эти все произведения, если брать отдельно текст, то многие из частей, они именно сатирического характера. Так вот, первая часть нам рассказывает про вульгарную трактирщицу Эллинор Раменки, про ее гнев. Вторая часть рассказывает, это как бы признание в несчастной любви. Молодой человек, юноша, признается в любви к девушке Бесс, и из-за того, что он из другого сословия, он не может ее любить. Третья часть – это эпитафия Джону Джейберду. Это несчастный клерк, который за всю свою жизнь не сделал ни одного хорошего дела. И на его могиле братья из храма поет: «Слава Богу, что он ушел наконец-то из жизни», потому что на самом деле никогда еще не видели настолько злого и плохого человека. Это действительно очень здорово сделано. Четвертая часть, которую мы подробно разберем сегодня, это романс, она называется, Джейн Скруб, девушка, которая плачет по своему воробушку Филиппу, которого убил кот. И пятая часть — это Джоли Рутеркинд, это бравый парень, такой юродивый, который, несмотря на свой страшный внешний вид, всем приносил удачу. То есть это действительно такие зарисовки средневековой Англии. Там колоссальное количество текста, и это можно воспринимать как сатиру, можно воспринимать как сказку, рассказ, но я больше всего эту музыку люблю просто за ее бесконечную красоту. Потому что это действительно просто беспрецедентно красиво и здорово. И мы сейчас вот разберем, мы не все части, да, сегодня возьмем 2 части, одну я вам просто сыграю, а другую мы пройдем подробно. Итак, первая часть у нас посвящена трактирщице, мы ее сейчас оставим.
Вторая часть интермеццо, милая Бесс. Бесс это имя девушки. Я вам просто прочитаю текст, так, перевод сходу, да, и сыграю эту часть, она небольшая. Моя дорогая Бесс, моя милая Бесс, вернись снова ко мне. Во сне я вижу Бесс, наяву я вижу Бесс, мое сердце всегда с тобой. Прелестная маргаритка, похвальный первоцветик, нежная фиалка, моя невыразимая радость, моя дорогая Бесс, вернись ко мне. Я презренный, меня презирают, я полуискалеченный человек, мое сердце болит. Я безнадежно молю, Бесс, вернись ко мне. Любовь вынуждает меня, она не может сдерживаться, она просит, чтобы ты вернулась. Моя милая Бесс, вернись снова ко мне, мое сердце с тобой. Это вот такие стихи, очень милые, трогательные. Я просто играю насквозь эту часть. Она действительно наполнена волшебством и неподдельной радостью и светом. Послушайте. Вот такая потрясающая часть. Смотрите, как здорово здесь сделано. Мы на ней сейчас долго не будем останавливаться, потому что нас ждет большая фундаментальная часть. Посмотрите. Меня презирают, я искалеченный человек, мое сердце болит. Смотрите, как это здорово сделано. Сейчас я прибавлю звук. Alas, I am disdained and as men have named, my heart is so sure.
вернись ко мне. Потрясающая совершенно часть, действительно очень светлая, очень тонкая. Вот, дальше, значит, следующая часть, которую мы сейчас пропускаем, как я вам сказал, это эпитафия по Джону Джейберду, значит, монаху, который жил, клерк, монах, но который славился тем, что никогда не сделал ни одного доброго дела. И на его могиле братья поют. Это очень яркая часть, может быть, мы потом посмотрим. Вот сейчас я бы хотел провести подробный анализ и еще раз повторно потом сыграть 4-ю часть, романс Джейн Скруп, ее плач по Филиппу Воробушку. Значит, смотрите, в чем здесь заключается дело. Это можно воспринимать как сказку, как легкую сатиру, но прежде всего как красоту. Начинается все с того, что вот эта Джейн Скруп, чьего воробушка, у нее был воробушек, и кот Гиб его съел, этого воробья. Вот. И начинается с того, что как бы издалека доносится пение хора, молитва, которая поет как бы реквием по этому воробью. И вот это я сейчас подробно вам буду говорить, подробно, что происходит и что говорит этот Джейн Скруп. Вот посмотрите, сначала идет вступление. Вот эта часть, я почему ее выбрал, она очень здорово показывает вот эту мелодику Воина Уильямса в чистом виде, вот его такую глубокую лирику очень. Послушайте. Молитва. И Джейн Скруп говорит: кто здесь? Опять молитва идет издалека. Диез ире. Это ей чудится как будто. Хор поет фа, ре, ми. За что? Почему? Почему? За душу Филиппушка воробья, которого постигла злая участь. За невинную душу, воробушка, который сидел в наших домишках. Вот здесь Джейн Скруп говорит: когда я снова вспоминаю, как был убит мой воробушек, даже страдания Физбы и Пирама не сравнятся с этим. Послушайте еще раз. Но ничто не может позвать Филиппа назад, которого наш кот Гиб
жестоко съел. Я плакала, кричала о мести. Всей кошачьей породе, домашним и диким котам. Пошли им, Господи, позор. Этот кот специально, жестоко съел моего маленького воробья. Вот, значит, она плачет, Джейн Скруп, по своему воробью. И дальше начинается потрясающий эпизод, послушайте. Она вспоминает, как они со своим воробушком вместе жили. Потрясающая лирика Война Уильямса, да? Здесь как сказка рассказана это, но посмотрите, какая музыка просто потрясающая. Вот я вот еще раз заостряю внимание на этом эпизоде. Плюс вот этого произведения, фишка, что называется, как сказать, да? В том, что несмотря вот на эту сказочку, здесь совершенно потрясающее откровение. Вот я вам просто несколько тактов еще раз сыграю. Безотносительно, как чистая музыка, насколько это гениально сделано. Вот из Война Уильямса потом много и кинокомпозиторов, и голливудских выросло, и просто популярных, потому что это действительно просто гениальные вещи, чисто английские. Потрясающий эпизод. Дальше начинается эпизод, где Джейн Скруп рассказывает, что здесь очень много текста, я просто вкратце, что иногда он гонялся за червячком, за бабочкой и нежно сидел у меня на коленях.
Иногда за бабочкой. Но к несчастью постигла его злая участь, он был котом съеден. И ничто не может унять моего горя, она говорит. За душу бедного Филиппа прочтем «Отче наш», хор поет. Дальше начинается совершенно феноменальный раздел, очень большой, я сейчас буду рассказывать. Как говорил Геннадий Рождественский на концерте, здесь Ральф Ваун Уильямс проявил себя не только как великий композитор, но и как выдающийся знаток в области орнитологии. Дальше используется, значит, следующий раздел большой, что я буду играть, представляет собой реквием, который поют птицы. Все птицы сбегаются, и Ральф Ваун Уильямс включил сюда более 80 названий птиц, 80 названий разных птиц. И они просто подряд эти птички идут. Вот посмотрите, сопрано поет слова латинской молитвы. Lauda anima mea Dominum. Плакать со мной придите, все виды птиц. Синан, смотрите, чтоб никто не остался. Be left behind. Смотрите, это на рояле невозможно изобразить в оркестре. Вот послушайте, как птички поют. Идет шествие птиц постепенно. Дальше в басу идет диез ире тема, а наверху птички поют. Дальше идет 80 птиц подряд с названиями, я всех не буду перечислять.
Сейчас пойдут иностранные птицы. Павлин, потому что он гордый, будет петь мессу, потому что у него громкий голос. Дальше пошли арабские птицы и феникс. Машут крыльями. И вот опять вот эти все птицы закончили свое шествие, и пошла молитва, наконец, все хором. Libera me Domine, libera me Domine. Здесь в качестве таких вот, что называется, приколов, он прямо в текст вот так вводит. Libera me Domine. И потом прямо слова на до, ля, соль, ре, прямо по нотам. Libera me Domine. In до, ля, соль, ре. Прямо такие слова. До, ля, соль, ре. Спаси меня, Господи. Да, птицы поют. За душу воробушка. Видите, заканчивается как бы эта служба, которую птицы спели. И когда ночь, и теперь, когда, как перевести-то, когда Феб идет и спускается ночь, пошли, Господи, этому воробушку покой. Хор акапелла поет. Реквием этернам дона из Домини, вечный покой. Domine exaudi orationem mea. Dominus vobicum.
как он был хорошей птичкой. Но, к сожалению, его судьба закончилась несчастно. Алас, то есть, к сожалению, горе. Прощай навек, мой милый Филипп. Воробушек. Вот это, дорогие друзья, феноменальная часть. Я теперь буду без объяснения просто ее играть, потому что это потрясающе красивая музыка. И теперь не надо думать о содержании об этом, да, как бы в какой-то степени шуточном, но гениально сделанном в оркестре. А просто подумать, вот она идет где-то 14 минут, посмотрите, какого уровня красоты сама по себе музыка. Я вот играю сначала. Это действительно просто запредельно гениальная часть. Запредельно гениальная. Послушайте. От начала до конца просто как музыку. Моя задача, я вот вам рассказал в целом про произведение, да, про то, что это средневековая Англия, но вот здесь имеет первое место музыка. Вообще Вон Уильямс больше любил чистую музыку, он много написал, ну у него 9 симфоний, несколько опер, да, балеты. Симфонии огромное место в его творчестве занимают. Вот Пасторальная симфония, я сам дирижировал ее не так давно, посвященная Первой мировой войне, действительно потрясающая у него, просто невероятной глубины. И эти вещи отпечатаны таким светом каким-то все. Вот послушайте просто как музыку, от начала до конца я играю, именно как музыку. Забудьте про то, что это плач Джейн Скру по воробушку Филиппу. Средневековая Англия.
Вот таким вот образом, дорогие друзья, просто феноменальная сила музыка. Конечно, она написана для оркестра, для голосов, для хора. Это монументальное действительно произведение. Оно звучит в оркестре просто потрясающе. Но вот мне хотелось показать именно вот эту мелодику Воина Уильямса. Невероятная, как он вот Персела берет, вот эти Remember Me из опер Персела, да и как это все сделано. Сильно потрясающе, просто невероятной красоты музыка. И последняя часть, мы сейчас ей не будем тоже заниматься, да, Джоли Рутеркин, это такой юродивый парень, который грязно одевался, это тоже про средневековую Англию, тоже сатира своего рода. Был неказистый весь, но всем приносил удачу, поэтому его все любили, когда он появлялся, без зубов, немытый, вот, но бравый парень. Вот это пятая часть. Так что вот таким образом, дорогие друзья, я надеюсь когда-нибудь и в Уфе тоже донести до людей это сочинение. Оно написано для большого оркестра, здесь большой хор нужен, здесь очень много слов, и просто действительно нужно, чтобы это было понятно. И меццо-сопрано поет первую и четвертую части, и вторую и пятую поет баритон. Вот, так что я надеюсь, что вам понравилось это исполнение. И слушайте обязательно 5 тудоровских портретов. Это действительно великая партитура. Ну и вообще Воин Уильямс я всем рекомендую. Кто, так сказать, захочет, обращайтесь, я обязательно еще что-нибудь из него сыграю. Так что всем огромное спасибо. Я хотел бы анонсировать, что вот на следующей неделе мы пойдем очень подробно по страстям по Матфею. Я буду играть абсолютно все номера и рассказывать. Мы сделаем 4 эфира. Понедельник, среда, пятница и воскресенье. То есть это будет не так уже, в общем, как сейчас. Я это делаю по тудоровским портретам, просто вам поиграл, да. Это будет подробно. Я сначала минут 15-20 должен буду рассказать вам вообще об этом произведении, как оно строится. И потом, чтобы не мудрствовать, как говорится, лукаво, есть много литературы, которую можно почитать, да, вот я какие-то базовые вещи дам. Я просто пойду по тексту, вот я вам расскажу, да, пойду по тексту, и мы возьмем где-то по 19-20 номеров за раз, и я буду читать этот текст вам, перевод, да, и просто играть подряд номера, рассказывать, как это связано, то есть мы не будем углубляться в какие-то теоретические анализы, просто пройдем это по смыслу, да, по смыслу, что это означает, и какие-то, конечно, интересные вещи мы подчеркнем. Так что всем большое спасибо за эфир. Настраивайтесь на страсти по Матфею. Понедельник, страстная неделя, собственно говоря, да, у нас понедельник, среда, пятница и воскресенье. Будут страсти по Матфею. Это монументальное произведение. Я сейчас сам не знаю, как, так сказать, взяться, потому что столько всего про него хочется сказать, да. Вот, но я буду и сам исполнять вам какие-то вещи, говорить, да, я буду все, собственно, играть, все, что там есть. И, конечно же, могу порекомендовать могу исполнение. Я буду вот вам рекомендовать Ван Фельдхофен, Баховское общество голландское, недавно вот последняя запись. Я вообще все записи знаю, потому что я по страстям по Матфею писал в ассистентуре работу, вот, сравнительный анализ, инструментовка. Ну, вообще Бахом, так сказать, увлекаюсь, хотя редко удается исполнять, к сожалению. Вот, и поговорим, в общем, очень подробно о Бахе, потому что я думаю, как раз настало время. Вот. А дальше посмотрим. Если будем дальше сидеть, то пойдем страсти по Иоанну. Вот. Но я думаю, страсти по Матфею этого будет достаточно. Я на 4 раза, я не знаю, насколько это растянется. Давайте попробуем в понедельник. Начнем. Я думаю, минут 15 я должен буду вам просто рассказать кое-что, да. Ну и, собственно, они идут 3 часа. То есть я так рассчитал на 4 эфира по 45 минут музыки. Посмотрим, как пойдет. Если что, придется больше часа задерживаться, конечно, имейте в виду. Так что вот таким образом, кто хочет, значит, я могу, пишите в сообщениях, я могу порекомендовать запись, которая вот именно сейчас, потому что я знаю все записи, да, вот именно сейчас, недавно потрясающая запись вышла, много хороших записей, много, вот, так что давайте, в общем-то, обращайтесь и будем заниматься Бахом, и не так, как на той неделе я прямо каждый день что-то играл, да, это действительно немножко утомительно, тоже для меня самого, потому что надо готовиться, мне тоже хочется почитать самому, много посмотреть, литературы разные, партитуры поучить, вот, то есть это я, получается, занимаюсь только по 14 часов, хочется еще и, я не только, то есть я занимаюсь, а хочется еще и позаниматься, понимаете, вот, так что таким образом, друзья, Воин Уильямс, слушайте пасторальную симфонию,
5 тудоровских портретов, песни, фантазия на тему Томаса Теллиса. Обращайтесь, вот наберите фантазия на тему Томаса Теллиса, в храме записано. Вот. Это потрясающая музыка, она такая чистая, она такая искренняя. Вообще этот композитор, его должны все слушать. Воин Уильямс Forever. То есть Воин Уильямса должны стать все люди его фанатами, потому что он в музыке как бы любые страдания он представляет как бы таким образом очень гармоничным, красивым, понимаете, вот сейчас очень понятно сегодня, да, на что человек смотрит, тем он и становится. И часто даже в музыке, ну, я уж сам говорю от лица человека, который у нас сейчас, в общем, 28 секунд, от лица человека, который много знает современной и разной музыки, я говорю вам, слушайте Воина Уильямса, потому что он нас наполняет красотой, это очень важно. Мы смотрим на красоту и наполняемся красотой, когда слушаем Воина Уильямса. Это колоссальное его качество. Так что обращайтесь. Большое спасибо всем за эфир и до скорых встреч по Баху. Пока.